Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Live Talk. Меня зовут Анастасия Быкова, и сегодня у меня в гостях Адыган Айжи. Привет, Адыган! Здравствуйте! Адыган Айжи – музыкант, преподаватель, продюсер. Адыган является продюсером концертных программ Тувинского национального театра музыки и танца «Саяны». На данный момент продюсирует несколько проектов. Коллектив «Семья Айжи», где он и сам принимает участие в качестве музыканта, а также фольклорный ансамбль «Улар». Является руководителем хорового арт-проекта «Кынгыргай». Весной этого года Адыган решил реализовать свою давнюю идею – организовать крупный музыкальный фестиваль. Сейчас активно занимается продюсированием и организацией фестиваля «Енисей Open Air». В Туве подобное мероприятие пройдет впервые с участием звезд российского шоу-бизнеса. В интервью подробнее о всех фестивальных тонкостях. Очень приятно, что ты сегодня к нам пришел, и, надеюсь, поговорим об интересных вещах. Давайте попробуем поговорить, что из этого выйдет. Да, давай на «ты». Ага, давай. Адыган, расскажи, чем в последнее время ты живешь, чем дышишь, вообще, что новенького происходит в твоей жизни? Во-первых, в последнее время, что это значит? У меня единственное, чем я занимаюсь с самого детства, это значит последние 30 лет. Недавно мне 30 исполнилось. Я последние 30 лет, во все последнее время, в принципе, там занимаюсь околокультурной сферой, там, либо я музыкант, музыкой занимаюсь, либо я преподаю, либо я там на сцене выступаю, либо я организовываю различные концерты. Ну, вся моя деятельность в основном связана с культурной деятельностью. И с музыкой. И с музыкой, да. Ты был в составе Хомибита. Это очень популярная группа у нас в Туве и за пределами республики, и даже за пределами России. В своих кругах, то есть группу знают, она уже заработала свою популярность. Из состава группы ты вышел. Да. Расскажи, почему? Тут однозначного ответа, вот одного предложения, Невозможно. Потому что то-то сформулировать невозможно. Я не смог сформулировать. Я думаю, что ребята тоже вот сейчас, никто не сформулировал. Этот процесс шел лично мне некоторые месяцы, потому что, видишь, там я в этой группе один из тоже, можно сказать, основателей. То есть там мы с ребятами вместе всю эту движуху создавали, придумывали. И я в этой группе играл, состоял как музыкант, то есть на клавишах играл, и как менеджером работал. То есть я совмещал две такие сложные вещи, поэтому иногда у меня не получалось с этой стороны, а иногда с этой стороны не получалось. И я это осознавал, и ребятам тоже вот это. Вначале, конечно, было нормально, там, когда вот только что движуха разгонялись, а когда уже там много гастролей появились, там с агентами мы договор подписали там из Германии, и всякие фестивали, выступления там появились. Нам надо было и репетировать, и создавать новый продукт музыкальный. Параллельно еще мне по ночам приходилось всякие организационные моменты тоже решать. И из тех, с кем мы договор заключили, требований было много. Там, кроме музыкального продукта, еще там фотографии, видео, там контент пилить, там вообще круглосуточная работа. И в последнее время, и плюс еще я заболел ковидом, и все это во время пандемии еще больше требований к контенту появилось. Ты помнишь, наверное, да? Там все перешли в онлайн, там контент надо пилить там каждый день, что-то новое придумывать. И я в это время вообще пришел к тому, что вообще я начинаю не справляться с этой работой, которую я с самого начала возложил себя сам. То есть я сам осознанно принял эти обязанности. Потом уже, когда все это очень быстро набрало обороты, я начал понимать, что я не справляюсь.
Потом уже там у ребят, наверное, тоже другие мнения насчет этого. Я просто в один момент, когда я болел коронавирусом, я понял, что надо все остановить, все это. Либо только музыкантам, либо только менеджерам. Но в этот момент я принял решение, что пусть ребята сами дальше двигаются, а я просто буду наблюдать со стороны и радоваться их достижениям. Вот так. А с того момента пожалел ли ты о своем решении, что ты ушел, или нет? Нет, я и до сих пор не жалею, потому что, в принципе, Хумейбит, в принципе, этот проект не единственный проект, который я в жизни делал. То есть у меня было очень много проектов, там, начиная с студенческих лет, там бизнесами я занимался, там, тоже там не один с партнерами. Там занимался там цветочный магазин, там магазин, продуктовый магазин, там проект, тут проект. И Хумейбит для меня это тоже один из значимых проектов. Но ситуация так сложилась, и я вообще, в принципе, не жалею о любых своих действиях, потому что это все равно опыт, и этот опыт все равно для меня пригодится в будущем. Поэтому я выходил из разных проектов и до этого. У меня есть опыт не жалеть о своих решениях, вот так скажу. Ну, это круто, потому что когда люди вот долго что-то в чем-то находятся, да, что-то делают, создают, особенно какой-то творческий продукт, потом, ну, как будто бы вот жалко, да, это оставлять, потому что как это твое детище, твой ребенок. Да, это круто, что ты вот так вот с легким сердцем уходишь. Да. Ну, тут, конечно, слово «жалко» не подходит, потому что все равно я приложил свою руку, да, вот к этому проекту и другим вообще. Но эти проекты, если бы я ушел, и эти проекты останавливались, это было бы жалко. А так этот проект дальше существует, дальше гастролирует, и я просто радуюсь тому, что вот к этому проекту хорошему я в свое время был причастен. И пусть они дальше передвигаются, все равно я в своей биографии от этого то есть никак не вычеркну это, и они никак не вычеркнут. То есть то, что они дальше будут развиваться, все равно будет это и мой результат тоже, потому что я изначально тоже был к этому причастен. Если они там, не знаю, станут номер один в мире группы, я буду считать тоже это своим результатом. Блин, круто. Вообще круто. В 2020 году ты запускал, на мой взгляд, вообще просто какой-то супер крутейший проект. Это музыкальный фестиваль Republic Music Fest, тоже наделал много шума здесь у нас в Туве, в Кызыле. Расскажи про него, что это был за опыт. Это был тоже один из хороших проектов. Перспективных. Да, перспективных. И один из, хороший опыт для меня вообще огромный. Потому что я до этого работал с проектами, там, локальный, узко, то есть каждый проект там занимался своим. А вот этот проект для меня был самым масштабным и самым таким, чем больше проект, тем больше рисков. Для меня тогда было очень много рисков, и к тому еще была пандемия, там разгар вообще локдауна летом. Этот фестиваль мы запланировали летом, то есть там, потом случился локдаун, потом отменили. Потом мы в сентябре этот фестиваль запустили. Ты делал впервые такой проект, да. Крупный. Да. А в чем заключался его масштаб? Идея делать фестиваль для меня появилась года, не знаю, 17-го года, вот когда параллельно с тем, когда мы начали делать проект Хумейбит, мы с Хумейбит начали гастролировать по всяким фестивалям в России. Основные такие этнические фестивали, более-менее масштабные в России мы посетили.
И в тот момент у меня появилась идея, что надо в Туве такую движуху делать, потому что это, во-первых, привлекает внимание, вообще, ну, то есть собирает внимание аудитории. Больше массы Да, людей. больше массы людей. Потом, если это будет там хорошие артисты, это, ну, воспитывает вкус зрителей там, на аудитории. Я очень мечтал, чтобы в Туве был такой фестиваль. Изначально я хотел, чтобы там кто-то в Туве, Этим там, занялся. большой там, какой-то человек, сделал фестиваль, и мы бы там выступали. У меня самое первое чувство, вот такая мечта появилась. Там, в Туве был бы в Туве такой фестиваль, мы бы там как выступали. Потом прошел полгода, год, и я понял то, что а кто, если не мы-то, кто будет этим заниматься? Потому что у людей разные профессии, у людей разные обязанности, мысли. И если у меня появляются такие мысли, значит, я это должен и реализовать. Поэтому вот, у меня появилась цель, мечта, чтобы в Туве сделать сначала, была мечта этнического уклона сделать фестиваль. Ну, там в Туве, потому что культура самобытная, богатая, и вот эта культура очень много поклонников имеет по всему миру. Не то, что в России, а вообще по всему миру очень много поклонников имеет вот тувинская традиционная культура. Вот я мечтал создать такой фестиваль, потом по ходу дела понял, что мне сначала изначально нужно собрать такой фестиваль, который массовый зрителя внимание привлечет. Потом, вот этот фестиваль тоже был один такой пилотный фестиваль. Пилотный — это пробный. Да, пробный фестиваль. Туда мы пригласили артистку лейбла Black Star Назима. Это тоже отдельная тема, которая работа с артистами шоу-бизнеса, там, как связываться. Российского масштаба. Да, российского масштаба. Это очень для меня интересная тема. Там созваниваться, переговоры, дальше дату утверждать. Потом мы пригласили артистку Назима. В тот момент, еще 2 года назад, на первый фестиваль я планировал 2 дня подряд сделать. То есть первый день сделать чисто традиционную музыку, там, этнического уклона. Потом на завтрашний день уже там уже популярная музыка. Там. Вот такой формат мне интересен, еще интересен. Надеюсь, к этому мы придем. А тогда не получилось 2 дня, потому что была пандемия, да? Или из-за чего? Или это просто было слишком сложно? Это и сейчас сложно, потому что мечта есть 2 дня подряд сделать, но и в этом году мы делаем фестиваль, но и в этом году тоже сложно, потому что этнический, традиционный формат там более вживую исполняют там все исполнители, там 5, 6, 7, 8, 10 человек на сцене вживую исполняют. Это вообще другие технические требования, другой райдер, там, другие бюджеты, поэтому пока что у нас в силе сделать 1 день и более-менее проекты такие, которые на сцене 1-2 человека. Все. А вот по поводу работы с российским шоу-бизнесом. У нас многие немножко недопонимают, как вообще происходит этот процесс приглашения и привоза сюда какого-то знаменитого артиста. То есть люди говорят: привезите этого, привезите того, 5-го, 10-го, но почему же у нас нету концертов, почему же артисты не выступают, да, то есть как бы немножко недопонимая, как вообще этот механизм работает. Вот в чем там особенности, в чем там сложности, так как ты человек, который уже с этим работал, с этим сталкивался, и все-таки довел дело до конца, привел сюда артистку Black Star Назиму, да, расскажи, поделись и объясни, почему это не так просто, как кажется на первый взгляд. Там я тоже изначально думал, что если есть бюджет, то есть гонорар для артиста, то любой артист там приедет тебе и выступит за эти деньги. Но потом оказалось, что не так. Оказалось, что, во-первых, надо согласовывать даты там за 2-3 года
То есть, если сейчас я какому-то артисту позвоню, они скажут, что позвоните там в 2025 году. Серьезно? Да. Ну, 2-3 года это, то есть график это нормально. Там. Ага. Сейчас я уже с артистом связываюсь, на 2024 год я уже бронирую дату. Ну, большие артисты. Это во-первых. Во-вторых, если даже вот эта дата, которая нам интересна, у артиста свободна, у него есть требования технические, потом бытовые требования. Что это значит? Это значит обязательно рейс бизнес-классом. Во-вторых, а у нас в Туве вот этот рейс Москва-Кызыл, там, я так понимаю, нет вот отсека бизнес-класса. Да. Вот, а другие артисты вообще там бизнес-класс и все там. И у меня там гонорар, допустим, там 100 миллионов есть, а если бизнес-класса нету, то они отказываются. Да. То есть чисто логистически в Туву им не судьба приехать. Потом дальше мы обговариваем, есть рейс Москва-Абакан. Можно бизнес-классом прилететь и на машине сюда приехать. И у них в райдере в требованиях написано, что на машине не больше 2 часов езды. То есть такое требование. Опять не судьба приехать. Опять не судьба, потому что из Абакана, там, если минимум даже 4. Быстро ехать, там 3,5-4 часа. Да. Это если там без еды, без туалета. Там. И гнать вообще. Да. Вот. Чисто на этих 2 требованиях, чисто логистически, из Тувы просто отказывается уже большинство топовых артистов. Все уже дальше разговора даже нету с ними. Вот. Ну, если, конечно, тут будет там какой-то долларовый миллионер, который чартерный рейс из Москвы сюда, там чисто для этого артиста оплатит. Ну, таких условий нету, поэтому все топовые артисты, мне тоже много зрителей в интернете пишут, что почему именно эти артисты, а не те, которые там, не знаю, чуть ли не Эминема пригласите. Ну, потому что у нас география так расположена, что пока что большие топовые артисты к нам, ну, пока что не приедут. Ну, для этого, как минимум, должен развиваться аэропорт. Да, аэропорт. Какие-то международные рейсы должны быть с комфортом повышенным. Повышенным комфортом. Вот, поэтому приходится выбирать из тех, кто уже не самые топовые, которые нам, конечно, бы интересно пригласить, а из тех чуть ниже, которые уже на переговор уже идут. У кого требования попроще? Да, чуть попроще. У них тоже, конечно, есть бизнес-класс требования, но вот те артисты, которые вот тоже сейчас приглашены на фестиваль, который будет в июне 29-го, эти артисты тоже, у них требования бизнес-класс, но именно эти артисты, те, кто согласились выйти, ну, то есть на переговоры, чуть-чуть уступить там и чуть-чуть добавить здесь, поэтому... Они летят до Абакана? Нет, они летят напрямую в Кызыл. Они летят напрямую в Кызыл. Они согласились при условии то, что если мы забронируем самые передние места, и если там рядом никого не будет, там, то есть 2-3 места нужно выкупать, чтобы они сидели вот на этом ряду одни. Потому что, ну, это нет... Вот сейчас гости, которые приедут, Хабиб и Люся Чеботина, не такие уж там в конце рейтинга. Они вот сейчас... Ну, у них есть хиты. Да, хиты есть, они востребованы, и с ними люди хотят встретиться, хотят сфотографироваться, хотят там, не знаю, автограф. Все равно их безопасность, для них безопасность нужна, поэтому мы сейчас Москва-Кызыл рейс тоже с авиакомпанией переговоры ведем, чтобы это было безопасно. Ну, а вот когда проходил Republic Music Fest, Назима же согласилась лететь до Абакана и потом ехать на машине. Да, до Абакана привезли, потом на машине тоже там, ну, машина тоже есть требования. Не самая обычная должна быть. Не самая обычная, там, не стаж, то есть в машине должен быть не более 2 лет. Потом еще там бизнес-класс и так машина далее. Бизнес-класса. Ну, требования очень такие. И со всеми артистами созваниваюсь. Я, в принципе, вот слежу за этим рынком, у кого сколько гонорар. Там у каждого артиста есть в Инстаграме
У каждого Менеджер. у каждого артиста в соцсетях есть указан там концертный директор. Я туда звоню, узнаю, какие гонорары, какие требования. Ну, это, конечно, очень интересно. А вот кто сейчас самый дорогой? Те, кто популярен был в 90-е и 2000-е годы. Они самые дорогие, Они да? самые дорогие, потому что их аудитория сейчас самая платежеспособная. А вот те, которые сейчас там в ТикТоке, там в Ютубе популярны, их гонорары меньше, потому что их аудитория сейчас дети. За детей детей платят выплачивают родители. родители. А если для этих же родителей, то есть приедут их кумиры, их детство, то они готовы за любые деньги вообще идти. Это кто? Руки вверх, Ну, руки да? вверх, там, не знаю. Кто еще у нас там? Я группе «Руки вверх» звонил, они сказали, что вообще, в принципе, концерты они сами организовывают. Стадионный тур, они напрямую сами продают билеты. То есть без посредников. посредников, да. Потому что они точно знают, что соберут стадион, и им выгодно, что по всей России стадионный тур они напрямую организовывают. То есть без сторонних организаторов. Их, в принципе, там, если у них желание не возникнет приехать в Кызыл, их вообще невозможно сюда пригласить, получается. То есть даже невозможно узнать, сколько они стоят? Да. Они не выступают в рамках каких-то концертов? Есть же всякие лав-радио-шоу, все такое. Ну, это, конечно, там уже другие договоренности, наверное, эти с большими-то медиа холдингами, там, пространством. А так бы было интересно, сколько стоят «Руки вверх». Они сказали, что они могут на закрытом мероприятии выступить. То есть это свадьба, как корпоратив. Да, То есть да. за, там, не знаю, за несколько десятков миллионов они готовы выступить на корпоративе, закрытом мероприятии. Обалдеть. А если это с продажей билетов, то есть открытое мероприятие с продажей билетов, они, я так понял, что не выступают. И такие открытые мероприятия с продажей билетов они сами организуют напрямую, уже группа и зрители, без посредников. Было интересно, позвонил солисту группы «Ласковый май», менеджеру, как его еще, Шатунов, что ли? А он до сих пор их менеджер? Нет, Не-не-нет. не Шатунов. Нет, я хотел Шатунова пригласить. Думал, что он, наверное, в то время был популярный, сейчас не в рейтинге и, наверное, дешевый. Позвонил, его менеджер взял трубку и сказал, что, в принципе, это невозможно. Он Почему? не потянете, сказал. Хотя бы сумму скажите. Он сказал, нет, не потянете. Во-первых, там из Германии его везти. Если его концерт здесь в Кызыле организовать, со всей России сюда приедут. Если так организовать. Поэтому, в принципе, есть такие артисты, которые там легче Бога сюда пригласить, Чем? чем он артиста. в Германии, что ли, живет Он в сейчас? Германии проживает и приезжает в Россию только тогда, когда, не знаю, там сколько там миллионов долларов оплачивает. Получается, эти люди, они ведь давно уже не создают никаких новых хитов. То есть они популярны и зарабатывают деньги до сих пор на том, что как сделали там 30, условно, Да. 20-30 лет назад. Да, получается, что поговорка, то есть тувинская поговорка, как по-русски звучит, не знаю. Ну скажи на Хорошо. тувинском. Эки кылган ажыл эдеп жетпес алда, что это значит? Хорошо проделанная работа один раз будет там Кормить тебя востребована еще несколько вообще там лет. навсегда. Много. Навсегда, да. Это просто какой-то феномен в том плане, что люди действительно спустя десятилетия готовы платить деньги за музыку. Да. Самое интересное насчет музыки. Когда музыка это такое абстрактное искусство, Да. люди готовы за это... Это же невозможно пощупать. Да, пощупать, невозможно оценить, там, сколько он стоит. В принципе, а музыка это ощущение, воспоминания, ощущения, там, всякие рода восприятия. Легче, то есть самая продаваемая музыка это как, вот, в детстве, допустим, вот эти артисты,
под руку вверх, у тебя там, не знаю, был первый поцелуй, там свидание, под руку вверх у тебя была дискотека. А сейчас они большие люди, там судьи, там, не знаю, там адвокаты работают, все равно они вот это чувство не забывают. Поэтому если приедет руки вверх, они хоть за там 100 тысяч рублей готовы билет купить, чтобы окунуться вот те ощущения. Поэтому, а вот сейчас дети, да, ТикТок смотрят артистов, а эти артисты чуть менее стоят, чем вот те взрослые артисты, но через 50, ну через 30 лет вот эти дети станут взрослыми, и они тоже пойдут на этих артистов. А ты думаешь, так случится? Случится. Потому что это цикличность, она постоянно работает, да? Нету такого, вот сейчас же очень много разговоров о том, что вот тогда была такая классная музыка, шедевры создавались, а сейчас, ну что это за ерунда, вот что это Моргенштерн, ну что это за песни, что это за тексты? Кто это говорит? Вот тогда эта бабушка сидит. Это говорит мое, наше поколение. Твое что ли? Ну, нет, для меня вот мои родители, да, мои родители тоже сейчас говорят, там, в то время, когда мы были молоды, музыка была настоящая, а сейчас то-то, то-то. А когда они были детьми, их родители говорили, что вот тогда музыка была настоящая, вот те времена. А их родители вот так вот циклично. А сейчас то, что создают вот современные музыканты, это тоже через некоторое время вот для этих детей будет настоящей музыкой, а тогда будет уже совсем другая музыка, вообще там, не знаю, какая альтернативная какая-то, которую мы сейчас не можем, тогда уже мы не сможем понять. То есть. А ты сам какую музыку слушаешь? Правильно будет сказать, что я вообще не слушаю музыку. А что ты с ней делаешь? А музыку я не слушаю, а анализирую. Вот так я считаю. Потому что любая песня звучит, я к радости или к сожалению не могу все это как обычный человек воспринять просто музыку. А как ты ее воспринимаешь? Я слушаю, во-первых, вот этот жанр, вот этот жанр, анализирую, вот этот жанр рассчитан для какой аудитории, кто это слушает, значит, он использует такие-то такие вот аккордовые, то есть тональности, потом это минор, мажор, потом туда он перешел, такой аккорд, вот так он сделал, потом аранжировку сделали, вот так, вот такие инструменты играют, хорошо, потом анализирую, если это хит, там рядом кто-то играет, хит, там рецепт хита, какой он, сколько инструментов играет. Ты препарируешь, ты музыку препарируешь, а не слушаешь. Да, я именно в том, что, в принципе, разбираешь на части. Да, я музыку слушаю, но не так, как обычно там музыку слушать, а ритм такой, темп такой, там, клубная музыка рассчитана на тех-то. Вот так вот слушаю. Совершенно другое восприятие. Да. А ты кто больше, музыкант или менеджер? Последние годы, наверное, больше всего я как менеджер, то есть работаю. А хотелось бы, конечно, как музыкант тоже развиваться, но у меня не то чтобы нету времени, а в приоритете я эту задачу не ставил. Вот так вот. Если сказать, что нету времени, я заработался там 24 часа в сутки, тоже такого нету, что просто последние там 3-4 года я не занимался на музыке, там, на инструменте, а размышлял, там, чисто такую вот эту сторону, менеджерскую работу развивал. А сейчас я планирую начать прям приоритет поставить, чтобы я и на инструментах играл, то есть выступал как музыкант, и параллельно, то есть эти менеджерская и музыкальная деятельность, я хочу сейчас, чтобы это было на одинаковом уровне. Подводя итог пробного, так скажем, фестиваля, какие выводы ты сделал для себя? Из этого опыта я сделал вообще, в принципе, жизнеутверждающие выводы для себя, потому что такой опыт для меня был, что, то есть, амплитуда
была очень высокая, там риски вот такие, там, поэтому тогда, конечно, как запланировала, все не получилось, потому что все это делал я сам, совместно с партнерами, там не было никакой поддержки, плюс еще пандемия, плюс еще там сентябрь, холодно. Мы много бюджета туда вложили, и этот фестиваль не окупился. Поэтому, кроме такого опыта или там навыков, это материально тоже очень нас в минус выкинуло. Я все эти 2 года там выплачивал минус того опыта. Поэтому этот фестиваль очень такой. Вывод такой, что все равно вывод сделал, боязнь сейчас есть, но все равно я верю в то, что когда-нибудь там через 2-3 года мне получится сделать так, как я планировал еще там 5-6 лет назад. 2 дня фестиваля, обязательно традиционную культуру, потому что фестиваль, почему я сейчас делаю и продолжаю, чтобы вообще люди не забывали про свою культуру и вообще кругозор имели, чтобы вокруг все, что происходит, там артисты приезжали. Но сейчас новый проект Енисей Open Air. Мы очень долго насчет этого разговаривали. Это не первый фестиваль, это, понимаешь, это же уже не Republic Music Fest, это уже другое название. Там какая-то другая концепция будет? Или просто ты поменял название? Просто поменял название, потому что я тоже по всему миру смотрел фестивали, как они называются, как они проходят. И понял то, что многие самые большие фестивали в мире, название их исходит из местности, где это проходит. Прошлый фестиваль Republic Music Fest просто мы придумали вот так вот, там, у этого нету привязки никакого, либо там, как это называется, объяснений нету этого названия. Потом, посмотрев все фестивали, там, большие, их название исходит из местности, потом я начал думать, как это тот же фестиваль, это тоже движение, просто название поменять. Ребрендинг. Да, ребрендинг. Думал с Тулой как-то связывать, с Центразией как-то связывать. Очень много названий было. Но с Центразией у нас очень много, там мы используем где-то Туву тоже, там. Тува практически в каждом названии есть. Поэтому потом я понял, что вот слово Енисей же есть. Мы очень мало его используем. Там есть ДК Енисей, там на правом берегу, а так, в принципе, таких больших. Енисейская Сибирь, но это Красноярск. Да, это Красноярск. Тувинцы очень мало используют это слово. Они в основном используют НСА, тувинское название. Там. Но вот слово Енисей там в карте указано, в табличке написано, а мы почему-то очень мало его используем. Поэтому я принял решение, что это будет фестиваль Енисей. То есть название будет исходить от слова Енисей. Потом дальше начал думать, Енисей фестиваль, Енисей что там, то есть второе слово, как все это будет. Потом в один момент в голову пришла идея, что Open Air, там, это открытое небо, под открытым небом, классное название, поэтому я это все срослось. Срослось, да, Енисей Open Air. Я думаю, что у этого названия очень перспектива большая, потому что Енисей рождается у нас, именно в местности. И Енисей один из самых больших рек в России. В будущем туристический поток, туристический интерес у этого фестиваля есть. В этом году будет в стадионе пятилетия. На пятилетке. Да. Пятилетка больше людей вмещает? Нет, меньше, чем Хуреш. Но
Почему я выбрал в этом году пятилетку? Потому что если там, не знаю, 1500 зрителей в стадионе Хуреш, это будет казаться, как будто бы это 100 человек. Капля в море. Да. Угу. Поэтому 1000-1500 там зрителей в стадионе пятилетия будет ощущаться как, тоже как 100 человек, но более-менее нормально. Но уже не так, как на Прошлый фестиваль Репаблик мы сделали, в итоге пришло там 1000 человек, 900 или 1000 человек. Да, где-то около Это того. ощущалось, как Назима на сцену выходила, я рядом шел, она говорит, вы же говорили, 1000 человек есть, а это 1000 человек, она говорит, да, как будто бы там, Ну, эффект пространства, да, 100 человек там бедные стоят. Да, сыграл свою Поэтому в этом году тоже особого, там, не знаю, 50 000 человек все равно не успеем, так как срок маленький. Такие фестивали анонсируются вообще за год, в течение года, чтобы продавать там на 10 000, 20 000 зрителей. А так вот у нас было там всего лишь, мы в мае анонсировали и на продажу, то есть на сбор зрителей месяц. Поэтому вообще там речи о десятке, 2000 человек нету, поэтому пятилетка самое то пока что. А почему вот срок анонсирования такой короткий? Потому что очень долго у меня были сомнения, то вообще делать этот фестиваль или нет, потому что очень печальный, как печальный, болезненный для меня опыт, что чисто финансово был. Еще раз на эти грабли вступать. Не хотелось. У меня вот рациональное мышление и вот эмоциональное боролись очень долго. Потом в итоге, что я принял решение, что раз начал, надо вообще и надо делать, что и в этом году этот печальный опыт, если даже будет нормально, я это там пройду потом, как в итоге, там, в течение 5 лет, наверное, хоть как-то, наверное, он выйдет на нормальный уровень. Поэтому просто с этой надеждой я делаю. А почему до этого? До этого были сомнения. А ты сейчас один делаешь или с кем-то? Сейчас этот фестиваль поддержали мэрия города Кызыла, агентство по делам молодежи, Республика Тыва, они очень хорошо поддержали, там стадионом они договорились, потом перелеты, там же это перелеты можно, чисто по такие секретные моменты, перелеты можно по гарантийному письму официальное учреждение может авиабилеты взять у бронирующей компании. То есть они с перелетом помогли с гарантийным письмом. Там очень много таких организационных вопросов. А так, кроме вот этих организаций, я эти риски делаю сам. Немножко про личное. Да. О чем-то ты сожалеешь в своей жизни, что-то бы ты хотел изменить? Если бы вот тебе сказали, Адыган, вот у тебя есть машина времени, вернись туда, куда ты хочешь, и измени свое решение. Об этом не думал. Если была бы машина времени, это было бы вообще неинтересно по мне. Ни о чем не жалею. Жалею только, можно жалеть только об одном, что это что-то, которое вот сейчас мы делаем, да, нужно было начать просто раньше, и все. А других каких-то рычагов менять в ту какую-то сторону, это, во-первых, неинтересно, во-вторых, смысла в этом не вижу. Просто, допустим, вот сейчас я много чего-то делаю, да, допустим, книги читаю вот сейчас, там, каждую неделю там, по одной книжке, я решил, что буду покупать и читать. Я тоже. Вот из этих книг, я раньше тоже читал со студенческих лет, но так вот
прям Не было системности. Не было в этом. системности. Из-за этого, наверное, вот некоторые, если считать это ошибками, вот просто из-за того, что незнание. Вот сейчас я просто жалею о том, что если бы все машинное время переиграть, то просто я бы с 5 класса бы начал больше книг читать, больше обучаться, больше другие навыки и больше языки учить. Да, кстати. Ну, то есть только о потерянном времени. Да, ты только сожалеешь. время потеряно. Все это, то, что я сейчас делаю, надо было просто раньше начать. Да. Об этом сожалею. А так, Сразу же, как только мысль пришла, Да, надо да. было начать да. реализовывать. Да. Я бы с 5 класса английский начал бы учить, если бы было время, то есть туда можно было перенестись. Ты собой гордишься? Ну вот честно. Да. Горжусь, потому что... Ну, почему я горжусь собой? Потому что... Почему? Ну, наверное, это нормально гордиться собой. Но это, во-первых, для самоуверенности надо, для самоосознания, что то, что я делаю, это, ну, воспринимать, что это правильно, что это нормально. Ну, я горжусь собой, что я за весь свой опыт проделал много чего проделал. И из этого опыта у меня сейчас складывается какое-то мышление, то есть понимание, фундамент того, что... А если бы я все это не делал, просто бы сидел там на одном месте, у меня там, можно сказать, очень много по жизни там ошибок, проектов, но это все делалось для того, чтобы я вот сейчас многое осознал, понял, и это делалось для того, чтобы в будущем, в дальнейшую жизнь, как я строил. Ну, поэтому на этот момент, вот мне недавно 30 исполнилось, тоже об этом размышлял, потом понял, что нормально то есть тот путь, который я прошел, это для меня, ну, самый лучший путь, который я мог бы пройти. Ты подводишь итоги? Да. Что такое любовь? Любовь. Что такое любовь? Это когда я начал давно строить отношения, я сходил в Хюре, там башкы сказал, что он у меня тот же вопрос спрашивает, что такое любовь, как ты думаешь, что такое любовь? Потом я очень много думал, у меня много было вариантов ответа. Потом он сказал, что нет, ну, это, конечно, правильно, конечно, то, что ты говоришь, но еще есть другие варианты, еще подумай. Я сходил, подумал, через несколько дней нам надо было какой-то обряд сделать, он, ну, на подготовку дал время, чтобы мы закупились там всякими необходимыми вещами. Потом пришли, он в конце этого обряда спрашивает, ты подумал, что такое любовь? Я сказал, что нет, для этого я еще, ну, не дорос, чтобы понять, что такое любовь. Потом это не моя мысль, это он мне подсказал, что любовь – это когда ты желаешь какому-то человеку счастья, то есть чтобы он был счастлив, это значит любовь. То есть все движения, телодвижения, мысленные движения, телесные движения ты делаешь, чтобы вот тот человек был счастлив, чтобы у того человека не было преград, там, грусти. Если вот все эти движения ты для этого человека делаешь, то есть ты счастья желаешь и мысленно, и физически, это значит любовь, он сказал мне. Ты с этим согласен? Я с этим согласен. Все, супер. Спасибо. Спасибо, Адыган. Класс. Очень крутой интервью.